Итак, продолжаем нашу рубрику «Советы экспертов». То есть доктора медцентра КГМА рассказывают нам, так сказать, о вещах, которые должны знать пациенты. И сегодня хирург медцентра Нагит Алшанов расскажет о том, как можно лечить грыжу живота. Ну, для начала хочется объяснить, что такое грыжа. Грыжа живота или абдоминальные или вентральные грыжи называются выхождением внутреннего органа через естественное или искусственно образованное отверстие. Или слабые места. Слабыми местами называют, к ним относятся паховый канал, пупочное кольцо, белая линия живота, то есть та линия, где сходятся все мышцы брюшного пресса в середине, ровно посередине. Это три основные локализации, откуда выходит, чаще всего выходит грыжа. Искусственные, это чаще всего послеоперационные рубцы. То есть после операции, если плохо была зашита брюшная стенка, или после операции больной рано начал поднимать тяжелое, то часто в области операционного рубца появляется грыжевое выпячивание или грыжа. Так как образовалось отверстие и через него вышел внутренний орган, который покрыт оболочкой, то есть, ну, я говорю оболочку, потому что я хочу для простых людей донести, на самом деле это париетальная брюшина, то есть лепесток, который выстилает всю брюшную стенку. Многие спрашивают, ну вот, а можно ли грыжу лечить как-то там с народными, у нас же как, люди идут обычно сначала к бабушке, потом молодо, еще кому-то. Хирург отвечает на вопрос, можно ли как-нибудь грыжу вылечить, кроме как операционным путем? К сожалению, нету других способов. Единственным и правильным, и, ну вот слово единственным должно быть однозначным. Единственным способом лечения грыжи вентральной это операция, хирургическое лечение. Ну вот наши, так скажем, посетители сайта или те, кто смотрели уже ролики, знают, да, что то, чем вы занимаетесь, это называется малоинвазивная, да, хирургия. Да, то есть, когда нет большого разреза, а делаются определенные, да, так сказать, отверстия. То есть, тогда, значит, расскажите, как, собственно, происходит эта операция вот по вот этой грыже, которая... Ну, вот я перед тем, как сказать операция, просто вот как пациент, вот опять же, смотря в интернете, поймет, что у него есть грыжа, да. Грыжа, в первую очередь, проявляется тем, что у него появилось какое-то опухолевидное образование. Чаще всего в паховом канале у мужчин, да, в пупке. Когда человек ложится, оно у него исчезает. Вот этот первый признак, что появилось, встал, напрягся, появилось, лег, исчезло, как бы зашло вовнутрь. Нужно задуматься. Сразу задуматься, что, скорее всего, это грыжа. Идти сразу к хирургу, не к бабушкам, не к хирургу. Поверьте, не потеряйте время. Лечение только одно хирургическое. Теперь какие виды операций есть? Да? Ну, одним из главных этапов операции это ушивание этого отверстия, через которое прошла грыжа. Да? Раньше делали операции и ушивали местными тканями. Стягивая местные ткани, да? Есть различные модификации, различные хирурги пытались так, листки натянуть, но как бы они ни делали, они натягивали эти ткани, и чем больше натягиваешь, тем больше мышца ну то есть соединительная ткань, она начинает больше растягиваться и возникает больший процент рецидива. Рецидив не очень приятная штука, то есть прооперировали, через время заново появилась грыжа. В этом может быть и нету, может идеально быть проведена операция, но из-за натяжения опять образовалась грыжа. Эта методика называется натяжная. Натяжная методика пластики грыжевого отверстия. Потом начали использовать специальный сетчатый имплантат, то есть также делали разрез и устанавливали сетку. Я вот специально хотел показать, вот такая вот сетка полипропиленовая. Она здесь не стерильная, это кусочек после операции остался, нам даются, покупают пациенты или мы заказываем сетки вот такие. Их ставят на апоневроз, пришивают к апоневрозу и закрывают тем самым отверстием, то есть ставят заплатку. Это не натяжная методика. Но и развитием лапароскопии, чтобы не было разреза, а разрез это всегда, во-первых, больше шрам, дольше восстановление, рана сама, осложнения, связанные с раной, ведь основной процент осложнений после операции связан с раной. У нас из-за отсутствия раны и отсутствия осложнений в виде кровотечения, нагноения, а любая нагноившаяся рана после грыжесечения это как минимум 50% рецидиву грыжи, потому что из-за воспаления ухудшается заживление, а заживление опять открывается отверстие.